Всем привет! Всем привет! Люди немножко подходят, да, я так вижу. Так, музычку потише сделаем. Совсем выключил. Так вот ее сделаем. Что, сегодня у нас вот такие роллы будут. На обзорчик вечерний. Тут еще... Подождите, а где пицца-то? Я еще пиццу не принес, что ли? Так, ну здесь вот этот имбирь. Потом это, как называется она? Острая это приправа, типа горчицы. И соевый соус. Так, а где пицца-то? Пиццу забыл. Чайку долью. Сейчас минутку. Пиццу, оказывается, забыл на кухне. Ё-моё. Всем привет. Че, вот пицца, кстати, вот такая вот. Говорят, что она якобы разная, но с виду одинаковая. Это с разных двух пиц. Ну, с двух разных пиц. Так. Ну что, давайте приступим трапезничать. У нас уже, знаете, сколько времени в Якутске? Сейчас у нас 10 часов 45 минут, 46 даже, да? Так, такие палочки есть. Сушидо. Кстати, фирма доставка Сушидо. Скидки на самовывоз 10%. Так, что вот тут. Но это не реклама, это чисто, как говорится, так вот вечером делать нечего. И можно вот немножко поразговаривать со зрителями, подписчиками. Сайты, где можно заказать эту еду, значит, вот эти Сушидо ЕКТ, sushidoekt.ru. Вот, пожалуйста. А, это Инстаграм. Привет, Тима, привет, Айси, Мария Алексеевна, добрый вечер. Что сегодня у нас посиделочки вечерние, тихие, спокойные. Вот тут суши подвезли недавно. И пиццу. Вот еще 2 куска пиццы. Так что почаевничаем на ночь глядя. Благо завтра воскресенье. У нас нерабочий день. Так, открываем палки. Я вообще-то особо не любитель палками есть, но что сделаешь. Покушаем. Так, ну здесь я еще расскажу. Этот имбирь они в составе привозят. И вот это вот. Типа горчица острая. Забыл, как называется. Ну и соевый соус. Так, ну еще у меня тут вот чаек есть. Чаек вот такой вот подстаканник. Тут лимончик у меня плавает. У него черный чаек классический. Что-то не хочется мне кока-колу вот эту вот. Поэтому вот таким вот простым способом. Васаби, да, правильно, Мария, спасибо. Ага. Здравствуйте всем. Так, сейчас мы вот эту вот распакуем упаковку. Сейчас как-то странно стали они привозить, то есть вот соевый соус в таком вот пакете. И идет такая вот значит, посудинка. Вот сейчас мы выльем сюда его. Главное мне не пролить. Слушайте. Так. Упс. Да. Такой вот
вот объем получается. Так, я надеюсь, музыка не мешает, чтобы я тихо включил. Ну, музыка без авторских прав, она никак не влияет на авторские права, поэтому ее можно смело включать. Так, много соуса. Ну, такой пакет, да. Ну, останется, потом доем с чем-то другим. Ну, вообще пицца есть. Так, затем открываем васаби. Вот, смотрите, как она красиво упакована. Ну, снимайся. В виде такого цветочка. Так, и что у нас еще есть? Это у нас имбирь. Интересно, почему-то я вот реально, да, смотрю такой цвет. А, васаби не нюхает, да, ага, она жгучая. Хотя у меня немножко заложенность носа, но это просто заложенность, а не какой-то там этот. Так, давайте вот цвет вот так вот белый сделаю я. Лампы цвет, вот, по-моему, более естественные цвета сейчас. Вот такие вот цвета, хотя камера может искажать, конечно. Ну, ладненько, так, давайте я тут переставлю все это дело так ближе. Или нет, неправильно, да? Так, давайте вот сюда салфеткой постелю, чтобы, ну, мало ли что капнет. Вдруг капнет, да? Чтобы она не... Так, еще одну салфеточку. Аккуратно все было. О, вот так вот. Так, сюда мы это поставим. Да, вот так вот, да. Ну, давайте вот сюда. И вот это вот. Так, что теперь мы делаем? Давайте вот с этих маленьких начнем. Так, я так знаю, надо немножко ее помазать васаби, да? А что-то как-то уже один раз то ли стрим делал, то ли еще что. Короче, снимал уже поедание вот этих вот роллов. Так, мажем. Ну и вот эту надо, да, одну. Так, как ее ухватить-то тут, да? У него неудобно руками. Лучше так я возьму. Опс. Все, так будет быстрее. Так, теперь мы что делаем? Берем ее, сюда погружаем. Опс. Так, надо стечь, конечно, дать ей. Так, и потихоньку начинаем кушать. Ну, вообще класс. Остренькая такая. Класс. А вот эта травка, она придает особую какую-то пикантность. Рис. Тут внутри какие-то огурцы, что ли, это огурчики. Ну, вот это завернуто все в этом. Спасибо, Ася. Приятного аппетита. Всем тоже подключайтесь, берите. Заказывайте себе суши, роллы, пиццу. Еще раз хочу сказать вот этот адрес. Лермонтов 49, телефоны. Ну, Инстаграм вот это и это веб-сайт у них. Такие. Это не реклама, я просто говорю, что значит даже за самовывоз, если вы близко где-то рядом находитесь, хотя сейчас у нас уже 11 часов, мало кто пешком захочет идти. Где твоя семья? Семья там сидит. Так, своими делами занимаются. Вечер. Ну, я не буду же напрягать. Все любят своими делами заниматься. У нас обычно, поэтому мы вот так вот спокойно вечером. Ну, там могут фильм смотреть какой-то. Ну, что-то фильмов сейчас я посмотрел. Толком никаких нету. Какой-то французский фильм качнул
комедия про бабку, которая своего сына, взрослого уже 50-летнего, привезла в Таиланд. Потому что он захотел жизнь покончить самоубийством, потому что у него что-то в жизни не сложилось, и он, короче, это самое. Ну, ему врач-психолог посоветовала что-то сделать, чтобы это самое. Ну, и она решила в Таиланд с ним поехать. Ну, вот такой фильм смотрели. Ну, смешно, конечно, но не настолько, конечно. Юмор, конечно, туповатый. Туповатый, грубоватый. Так, берем васаби, мажем. Сегодня ходил я днем, ну, в 3 часа. День, это не день. В 3 часа я снимал, тут, значит, по озерам города. Так, давайте это сюда зацепим ее и сюда положим. Опа-на. Вот так вот вкуснее получается. Ну, довольно длинное видео получилось. Но интересные места-то мало кто ходил, конечно, по таким местам. Так, как мне тут это все дело-то не уронить, а? Надеюсь, что если посмотрите, вам будет интересно. Вот так вот я макаю, промакиваю, так вот, опс. Так, и теперь как я тут немножко встряхиваю, да? Оп, и теперь... Да. Вот. Что это сколько? А я не знаю. Я даже не знаю, слушайте, сколько стоит. Ну, давайте посмотрим по телефону. У меня телефончик есть. Сейчас я тут загашу. И посмотрим, сколько оно стоит. Так, сейчас я наберу сайт. Где это? А вот Сушидо Якт. Угу. И мы посмотрим, сколько оно стоит. Сус. Это как пишется, да? Сус. Шидо Якт. О, уже кто-то набирал. Так. Вот у них. Видно, я надеюсь, да? Угу. Доставка. Мы предлагаем вот какие-то акционные наборы. 7 штук. Наборы такие по 28. Горячие роллы. Ну и вот. Ну давайте посмотрим, сколько вот такие акционные наборы стоят. Так, это набор 3 пиццы, 1000 рублей стоит. Смотрите, набор удачный. Набор 1047. Что сюда входит? Набор удачный. То есть у нас вот эти роллы, да? Смотрите, их сколько здесь штук. Значит, вот много, да? По-моему, вот что-то подобное, да? Пицца, бутылка колы. Не, мы заказали, но без этого, без вот этого, да? Скажи, что такое за конвертик? И без картошки. Ну, вот такой набор, он стоит 1000 рублей 47 копеек. Скидка, кстати, смотрите, какая приличная. Вот тут берете, заказываете, купить. Набор удачный. Так, что там еще есть у нас? Набор лайт. Вот такой вот. 1097. Ну, давай, заходи. Смотрите, сколько здесь этих у нас. Видно нормально, я надеюсь, да? Ролл-то. Вот, похоже, что-то подобное заказали. Но здесь без этого, без колы и пиццы, да? То
То есть вот это 1097 рублей. Вот такой вот наборчик стоит. Набор Light. Так, далее. Посмотрим. Набор весенний. Весенний. Вот здесь вот, кстати, 2 пиццы. Вот что-то подобное. Что-то подобное. 1297 рублей он стоит. Такой вот наборчик. Еще можно увеличить, да? Ну да, вот фотографии вот такие вот здесь. То есть 2 пиццы. Большие пиццы, да, если сравнить. Тут литровая бутылка колы. Прилично получается у нас. Набор Magic 1297. Ну, это по акции. Вот видите, у них тут цена перечеркнутая. То есть она получается почти в 2 раза дешевле Magic. Magic. Такой набор. Тут идут исключительно у нас роллы, да? Ну, я не знаю, чем там роллы отличаются. Они тоже разные по цене будут. Набор фреш. То есть вот тоже 1300, он подороже уже. Интересно, весовка указана здесь. Тут чисто изображены сами, значит, фотографии этого набора, да? Описание, ну-ка. Вот есть описание. Смотрите, вот здесь вот у них на сайте есть описание еще, да? То есть какие это роллы идут, я так понимаю, да, количество их. И отзывы можно почитать. Не, отзывов нету. Это можно отзыв оставить, я так понимаю, да? Так. Ну, выбор довольно большой. Смотрите, сколько там этих сетов, да? Набор Скайт. Вот 1400. Это получается вот этот самый дорогой набор. Здесь вот столько вот ролл, пицца идет. Ну, что-то вот подобное. Что подобное мы заказали. Вот. Пришло только там 2 пиццы. И бутылка колы еще. Вот таким образом. Так, что же еще есть в этой фирме? Наборы. Вот тут какие-то наборы еще есть. Набор Ицу. Набор дуэт. Но это уже, по-моему, что тут у нас идет? Посмотрим. Здесь идет пицца. Идут роллы. И идут еще... Сейчас покажу вам. Как она увеличивается, нет? Не увеличивается. Ну, короче, идет, я так понимаю, палочки и вот эта горчица, васаби, да? И соевый соус, я так понимаю. Или это вот эта травка, вот это вот. Так. Набор каташи. Набор для двоих. Набор китс. 797 рублей. То есть даже для детей есть такие наборчики. Вот смотрите. Тут с этими, я так понимаю, как они, сардельки или сосиски. Что там такое? Да. Ну, кому что нравится. Набор Микадо. Да, вот видите, и сколько там страниц. 1, 2, 3. Вот это все предлагает эта фирма. Ну, меня просто спросили, сколько стоит. Я говорю, что я не знаю. Давайте посмотрим. Поэтому еще вот даже какие-то горячие роллы у них есть. Ага, то есть это, видать, их надо кушать, пока они только приготовлены и теплые, горячие. Не знаю, пробовал я, нет их. Вот, 2 конверта за 317. Какая-то акция. Вот таким образом, короче, не буду я рекламировать эту фирму, да. Просто я немножко прояснение дал по ценам, что чего стоит, поэтому сами думайте.
устраивает. Ну, там есть и небольшие наборчики, то есть, как бы, если вам, ну, это все не съесть, такой большой там сет, да, как бы можно поменьше взять. Так, теперь давайте вот эту попробуем. Вот эту вот штучку попробуем. Опять берем палочку. Давайте побольше, я побольше возьму этого васаби. Так я делаю. Все-таки приятно, когда она так жжет рот почему-то. Сначала не очень, а потом чувствуешь удовольствие уже. Ой, куда она? Фокус, фокус, куда? Куда делся фокус? Давай, наводись. Алло, в чем дело? Сейчас, минут. О, так вот переключил. Фокус навелся. Так, теперь мы это все дело берем. Его сюда. Может дать ему пропитаться, чтобы он там постоял и пропитался. Так, вилкой не пробовал. А если не, зачем вилка-то развалится? Поэтому их надо вот так вот. Лучше уж тогда руками. Че вилкой-то? Так. Как его зацепить? Оба. Так, вот он постоит подольше и уже... Упс. Так, ну. За ваше здоровье. Так классно, конечно. Неудобно, то, что есть вот такие доставки. Ну, можно практически круглосуточно, да, я не знаю, какой у них режим работы у этой фермы. Ну, это получается в 10 часов привезли нам вечером. До скольки они работают, там на сайте указано. Да, надо запить чайком. Мне добавки принесли. Говорят, доедай. Так, сейчас я их переложу. Тут как раз местечко освободилось. Это что такое, икра или что это такое? Интересно. А тут, кстати, какая-то другая есть. Ролла суши с рыбой. Вот это вот. Вот смотрите, у нее тут рыба, да, это лосось или что? И вот так вот, такая она, короче, с рыбой. Настоящий. Как-то суши называется, да, по-моему, когда вот, рыбу ложат. Давайте ее сейчас заценим, попробуем. А, я же хотел чаек. Чаек, вот у меня лимончик. Здесь вот такой вот чаек. С подстаканника все пьем. С поезда. Очень удобно, кстати, с подстаканника пить. Удобная ручка. И он, знаете, в чем прелесть, да? То есть стакан, если горячий, вы наливаете, он у вас абсолютно руки не обжигает. Так, ну что, давайте этот заценим. Так. Намазываем его васаби горчичкой. Может даже здесь намазать, что ли? Немного я мажу. Наверное, немного так. Музычку надо включить, да? Так, излишки удаляем с палочки. Так, и вот эту еще надо положить. Я вот так вот. Оп.
Главная опасность в том, что можно это все дело уронить. Вот так вот. Обильно вот так вот. Так, музычку сейчас я поставлю. Думаю, в самый раз. Ага. Так что заходите вот на сайт. Сейчас мы посмотрим еще, до скольки они работают времени. Угу. Так, заказы принимаем. Смотрите, с 11 до 0 часов. Без перерыва и выходных. Бесплатная доставка по центру от 500 рублей. То есть, если вы делаете заказ больше 500 рублей, вам бесплатно привозят. И получается до 0 часов. То есть, кто хочет сейчас заказать, сейчас у нас уже время 11 часов 10 минут, торопитесь. Телефончик вот этот вот. Вот сейчас показываю вам. 240404. Так, ну и давайте заценим вот эту суши. Я так ролл. Давайте вот так вот сделаем. Опс. Пускай она промокнет. Хотя я помню прошлые разы, когда я долго она мокла, она начинала, знаете, что делать, она начинала разваливаться. Ё-моё. Упс. Так, ее пиханул. Соевый соус. Кстати, удобно, когда большая, да, можно погружать без проблем. Без проблем. Так, что намокло уже это. Так, теперь как мне ее зацепить как-то надо. Ё-моё, она уже чувствую. Не, я все-таки руками возьму, извините меня. А то она, видите, да, она уже рыхлая стала. Не разваливается палочками. Бесподобно. Бесподобно. Все. Лосось. Все классно, конечно. Так вот сделаем. Сейчас вот эти начнем поедать. Смотрите, у нас еще есть что. У нас есть пицца. 2 куска пиццы. Она остынет. Ну, я разогрею в микроволновке потом. Так. Так. А я думал, они круглосуточно. Они, кажется, только до 12 ночи работают. Тебе нужно учиться есть палочками. Я умею как бы есть, но, понимаете, она в чем дело? Она рыхлая уже стала. Вот это. И я ее когда намочил, она просто могла бы у меня просто развалиться. Вот я поднял, она просто рассыпалась бы, и вообще тут каша была бы жуткая. Вообще жуткая каша была бы. Поэтому, ну, конечно, палочками. Ух ты, новость, смотрите какая. Цены на iPhone в России рекордно снизилась цена. Представляете, что творится? Это сейчас сколько это рекордно снизилось? Что теперь можно за копейки купить? 88 908. То есть, сейчас вам скажу. Опустилась ниже 90 тысяч рублей цена. Рекордное предложение для Москвы составляет 82 970 рублей за iPhone 13 Pro. 82 970 рублей. Ну, конечно, у людей денег где-то. За эти деньги вообще можно компьютер игровой купить. Целый ноутбук. И проблем никаких не знать. А здесь этот телефон стоит такой, который можно потерять, там, не знаю, разбить его можно. Говорят, что прочный, но все равно, если вы его где-то могут своровать у вас его. И что будете делать потом, если вы не олигарх и у вас денег впритык,
лишите вас телефона, да, и там же еще сейчас что в телефонах, все личные данные, банковские счета, всякое там разное. Поэтому... Так, ну что, вот этот кусочек попробуем. Нет, этот я пробовал уже. Давайте мы его отложим вот сюда. Вот, опс. А, возьмем вот эту вот. Так, она как-то плохо делится. Плохо делится. Так, а здесь что внутри? Давайте посмотрим. Покажи новости о Якутии, где и на каком сайте ты смотришь. Что смотрю? Вот эта доставка, вот, пожалуйста, Сушиду ЕКТ.ру или Инстаграм Сушида ЕКТ через нижний слэш подчеркивание. Просто набираете и смотрите. Так, где это было? Сейчас я наберу, вам покажу еще раз. Сушида ЕКТ. Вот, пожалуйста. Вот он тут сразу вылазит у нас. И мы смотрим. Вот сайт ихний. Пожалуйста, тут наборы, вот акционные наборы, вот эти, которые со скидками. Потом какие-то наборы другие есть. Вот целая куча здесь, короче. И скидки довольно приличные, то есть наполовину. Угу. Вот наборы еще. Тут наборы есть. Потом, короче, горячие роллы. Все категории. Про телефон, что ли? Ну вот еще конверты какие-то есть. Лапша удон у них есть. Смотрите, вот лапша удон. Пиццы, роллы, фастфуды есть. Короче, дофига. Напитки, запеченные роллы. Ежедневные акции какие-то. Акции дня. Новые наборы. Вот какие-то тут акции проходят у них регулярно. Так, а это где я? То, что телефоны подешевели. Сейчас, минуточку. Я что-то тыкал, и оно у меня случайно просто. Ага. Так, где? Да я просто сейчас наберу и все. Куда-то делось. Сейчас, минуточку. Минуточку. Там, я надеюсь, чайку налили, да? Себе вкусненького. Ну, что делать завтра? Целый день можно спать, балдеть в постели, лежа. Кстати, отменили же эти карантин в школах. И теперь, кто обучается, они, значит, идут в школу. Лафа кончилась им у них с дистанционкой. Поэтому надо идти будет в понедельник в школу. Ну, дома, конечно, хорошо учиться, однозначно. То есть вы, не напрягаясь особо, встаете там, помылись, не помылись, оделись, не оделись, сели за компьютер и, соответственно, без напряга начинаете заниматься. Так, iPhone подешевел. Подешевели. Вот, смотрите. Вот. 20 января 2022 года новость. Несмотря на дефицит айфонов, процессоров, айфоны подешевели. В среднем за 3 с небольшим месяца цены на iPhone 13 и iPhone 13 Pro Max упали в среднем на 10 тысяч. Ну там, короче, iPhone Pro Max 82 тысячи рублей.
Ну, я не знаю, какая память у него там. Там же все от памяти еще зависит. Чем больше памяти, тем он дороже. Ну и вот такая вот новость. Ну, чисто случайно. Мне iPhone не нужен, допустим, вообще даже. А вот смотрите, рекордное снижение цены даже на сайте xbt.com, один из ведущих сайтов про IT-технологии. Вот тут и новости, и обзоры всех этих есть. И вот здесь вот пишут, это, подождите, это еще старая какая-то информация, да, 10 февраля, ну да. А вот пишут, что в Москве 82 970 рублей можно телефон iPhone 13 Pro купить. Так что у кого это мечта, могут ее оплатить, взяв кредит. Или может у вас есть деньги такие. Так, теперь вот эту начинаем подмазывать. Все-таки она вкусная. Когда вот этой штуковиной ее смажешь, да? Смажешь. Кстати, как от этого, да? От гриппа, от какой-то болячки, вот короны. Наверное, вот эта вот штуковина помогает васаби. Она же как горчица, и тем более имбирь. То есть вот эта смесь имбиря с лимоном, да, и мед, они, соответственно, помогают не заболеть, не подхватить эту заразу. Не, ну подхватить вы, может, подхватите, потому что люди все контактируем же мы с друг другом. И поэтому, ну, главное, чтобы он как бы не начал этот вирус в организме чувствовать себя хорошо, да? То есть надо, чтобы защитные функции организма справлялись. Так, давайте теперь, вот видите, я палочками, я же могу палочками, да? Оба-на. Не, вот видите, на бок как-то накренилась она. Я могу, у меня здесь 3 палочки, вот могу 3 палочками даже делать. Так, теперь берем. Долго не будем, она начинает. А, 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 а. Так, вот. 3 палочками надо, удобно. Одной поддерживаешь. Так, теперь так крепко-крепко ее. Так, берем салфетку, чтобы не накапать. Такой у нас прекрасный набор. Все классно. Классно. Прямо чувствуется в носу вот эта горчица, васаби. Вот так прямо. О, прямо дает, если у вас насморк или что-то там такое, только полезно у нас прочистит там все вот эти вот ваши пазухи, поубивает этих всех микробов ядовитых, и вы не заболеете никакой бякой. А почему-то сейчас интересно, все вот это внимание на это, на эту болезнь, да, как будто другие болезни отсутствуют. Люди же и другими болезнями болеют. Как они болели, так они продолжают болеть всякими другими болезнями. Просто сейчас, что у нас произошло? Люди стали более скрупулезнее относиться к гигиене, и от этого меньше заражаемость пошла. То есть люди моют руки уже, да, надевают маски, носят маски, уже как бы меньше все-таки вот эти бациллы распространяются. Одевают маски, моют руки, моют лицо там, ага. То есть
Понятное дело, что, ну, возможно, что другие заболевания, их меньше стало все-таки. Из-за того, что люди стали более гигиеничны. Так, дальше. Так, куда фокус сбился? Куда ты сбился? Вот так вот. Теперь давайте вот эту попробуем. Не знаю, как они называются. Можно посмотреть тоже на сайте. Так, вот так вот мы берем. Вот это что такое, а, сверху? Давайте я без этого попробую. Без этой травки волшебной. Беря. Так. Опа. Угу. Нормально. Что-то я не понял, что это такое. Ну, тут такой сливочный какой-то соус. Вот это вот. Мне, знаете, нравится вот этот есть блогер Обломов. Он как делает обзоры вот этих всех доставок. Интересно, когда его увидел первый раз. Интересно ведет. Интересные обзоры, конечно, талант. Талант. Так, вот это что у нас, да? Роллы. Давайте посмотрим поближе, что там такое в ней. Так, как ее сжать-то? О, так вот. Так, резкость навелась. Ну, давай его. То есть тут внутри какой-то паштет мы видим. Опять огурцы, рис и вот этот кунжут снаружи он, да? Такой вот. Да. Так, наесться и лечь спать. Лечь спать. Вообще здорово будет. Я не знаю, кто вот придумал, что надо перед сном и нельзя есть. Типа жиреешь. Угу. Люди жиреют от того, что на ночь едят. Они толстеют, жиреют. У них что там, жир какой-то где-то откладывается лишний. Мне наоборот кажется, что надо на ночь есть. Потому что вот в природе, да, вот возьмите вы какого-нибудь зверя, да, тигра, льва или кого, он как добычу свою съест, он что делает? Он бегает, что ли? Прыгает, там, скачет, не знаю, что делает, да? Он наоборот, он берет и ложится куда-нибудь в тенечек под дерево, сытый, довольный, и начинает отдыхать там, спать, потому что он уже удовлетворен, ему не надо бегать никуда, он сытый, у него живот набитый, и ему надо все это дело переварить, и, соответственно, это по природе так, что поел и прилег вот за обедом, допустим, как нормально пообедать, да, вы пришли, пообедали там, съели там свой обед, и потом прилегли на диванчик, да, и немножко дреманули там минут 15 дреманули, и вам хорошо. А если вы с набитым пузом, о, блин, ё-моё, катастрофа, катастрофа в прямом эфире, ё-моё, она падает, крушится. Это солнышко. Ножка. Так, сейчас я буду
Она, смотрите, что с ней случилось. Я ее, короче, передержал, и она тут начала бухнуть. Я пытаюсь вынуть этими палочками, нифига у меня не получается. Ну как, с боков нажимаешь, она сдавливается, начинает это сам. Короче, вот так я просто вынул. Сейчас просто ложкой мне придется ее съесть. Ага. О, блин, еще пролил тут. Ё-моё. Катастрофа, короче. В прямом эфире. Нельзя мочить, ну, смотрите, ну а что делать-то? Где что, поливать надо? Ой, как в носу как хорошо, а? Прямо чувствуется, как пазухи прочищаются. Все супер. Пережуем, чайком запить с лимончиком. Ну куда ты опять расфокусировалась? Давай. Алло, деревня. Давай фокусируйся. Во. Нормально. Темно, что ли, ему? Давайте света добавим. Вот так вот. Да, по-моему, светло. Так, ну что у нас еще осталось? У нас пицца вот эта осталась. Может ее попробовать. Эти, в принципе, я уже все перепробовал. Давайте ее. Салфеточки уже тут у нас подмочились. Надо их поменять. Или пока. Пиццу уже не надо в соевый соус, да, погружать. Поэтому мы так ее съедим. О, она холодная. Ёлки-палки. Пойду-ка я разогрею, а пока я вам музычку включу. Послушайте музычку. Так. Без авторских прав. Вот. Эту я обычно включаю. Вот эту вот. Смотрите, вот это вот. Так, слышно, надеюсь. Так, сейчас я их разогрею. А то холодные как-то не прикольно есть совсем. Так, разогрел ее. Люди, наверное, поубегали, да? Вот такая вот у нас пицца. А ее так едят. Ой, какая она горячая-то стала, а. Ну, это ее с чайком вообще замечательно. Так я настолько ее нагрел, что она, он, видите, даже сыр вот этот, он плавится, смотрите, плавится.
Ничего, мы видим тут какие-то... Это что там такое? Якобы это разные. Но с виду они одинаковые. Ладно, давайте. Ай, горячее. Много, долго разогрел опять. А вот видно, даже колбаса есть тут, смотрите. Внутри, в составе. Так, как ее? Так вот же, да, берут. Фух. Горячая. Надо пожать, пока стынет. Перегрел минуту. Кажется, много. Вот 2 куска разогревал, минута. Много времени занимает. Ну так, интересно, конечно. Это у нас какой-то сыр, да? Сверху. И внутри тут что-то такое. Что я даже не знаю. Ну, короче, это надо было читать. Знать название пиццы. Ну, что там внутри. Так, вообще-то я сейчас узнаю. Так, короче, сказали маргарита пепперони. Сейчас мы состав. Ну, маргарите, по-моему, там что у нас? Там помидоры. Так, сол. Сейчас посмотрим. Так, вот у них, значит, здесь на сайте все категории выбираем. И где это пицца? Вот она, пицца. Ой, так. Пицца маргарита. Пицца детская. Пицца неаполитано. Пицца пепперони. Нет, это пицца острая. Пицца с ветчиной. Пицца с беконом. Пицца 4 сезона. Подождите, он вот так вот выглядит. Вот так вот. Ну, не маргарита. Слушайте. Неаполитано нет. Пепперони нет. Ну, давайте вот это вот. Это она, похожа. Состав, описание. Помидоры, сыр, моцарелла, пицца, соус, зелень. А, то есть она, как это, без мяса. А вот это, подождите, это что у нас? Это же мясо, да? Где я тут видел? Это колбаса. Это ветчина вообще, да? Правильно говорю, да? Значит, это нифига не маргарита. Поищем. Я в пиццах этих не разбираюсь. Так, вот пепперони, да, у нас? Пепперони. Но тут она совершенно по-другому выглядит. Вот видно, да, как? Может быть, они эту колбасу спрятали. Так, пепперони, сын моцарелла, соус. Пепперони. Пепперони, что такое это? Я даже не знаю. Ну, типа колбасы, да? Что-то знает, да, слушайте. Что понапридумывают всяких составов. Пицца с ветчиной. Вот это может быть пицца с ветчиной. Да, вот она что-то смахивает. Вот такая вот была. Так, описание. Вот это же ветчина. Да, это ветчина. Ветчина, помидоры, сыр, моцарелла, соус, зелень. Все. Ну да, помидорки, вот они, по-моему, тут вылазят. Ага, вот такие вот. А это ветчина, вон она видно. Прямо. Так что уже подостыла.
Сейчас, давай этим мы помажем вот этой штуковиной острой и скушаем. Все-таки хорошо, когда она в нос так дубасит. В нос дубасит, вообще замечательно. Так, берем. Вообще классная, конечно. Смотрите, какой состав. Видно? Сейчас белый свет. Более естественные цвета. Ну, то есть у нас сыр моцарелла. Это ветчина. И вот там... это вот этот томатный соус, да? Они мажут, по-моему. Что-то видел где-то, как готовят. Угу. Ну, где-то еще помидоры должны быть. Приятный вот такой. Горячий есть. Она быстро идет довольно. Кстати, я заметил, что если вы голодный, да, вам вот эти два куска, вы их за раз съедите и останетесь еще голодными. То есть они тоненькие. Но вот эти еще, в принципе, нормальной толщины. Бывают такие, что тонюсенькие какие-то. Размер-то большой у них, как бы, да, диаметр. Ну, просто получается, что если вы толпой берете одну пиццу, то вам нифига не хватит. Смотрите. Давайте макнем ее сюда, в этот соус. Этот соус макнем. Что мне нравится, пиццу можно брать руками. Брать руками, а не палочками. Все замечательно. Давайте еще вот это вот сверху положим и попробуем вот это вот такой вот наборчик. Помазать надо еще. Помазать. Так, вот я намажу сверху здесь. Еще помажем. Классно, когда горчица, она в нос сшибает. Вообще суперовски. Так, что за ваше здоровье? Чтобы все были живы, здоровы, главное не болеть. Да. И питание, кстати, качественное питание, но не передание, но здорово на иммунитете сказывается. То есть, если вы питаетесь нормально, системно, регулярно кушаете, не один раз там в день, да, как это у нас принято, то есть целый день на работе ничего не едят, а потом вечером объедаются. Так плохо, так нельзя. Чайком запьем, все классно. Чай с лимоном. Так, она, кстати, так лучше идет. Давайте в таком варианте ее не доедим. Вот этот кусочек. Тот уж нижний я не буду сейчас есть. Обжиралово такое у нас ночное. Сейчас уже время, знаете, сколько? 11 часов 42 минуты. Ничего себе, смотрите, сколько я намазал это васаби. Сейчас вообще у меня конкретно она. Кстати, к нему привыкаешь довольно быстро. И уже маленькие кусочки, они кажутся мало, когда помажешь, уже их и не чувствуешь. Так, еще возьмем. Таким вот образом все это выложим. Кстати, вот это вот все, соевый соус, и это, оно обычно остается после того, как все съешь. Его почему-то привозят больше, чем надо, как обычно. Так. Такой вот у нас классный получился бутерброд. Мы его можем вот так вот пополам сложить. О, что у нас получилось, смотрите. Чем-то напоминает эту, да, шаурму. Шаурму. И вот так вот еще промокаем. Вообще классная, да? Так, давайте.
Бесподобно. Бесподобно. Такая мягкая консистенция. Вот этот сыр, лепешка, вот это тесто вкусное. Ну и остринка, которая добавляется от имбиря и васаби. Вообще супер. Так, доедаем. Нормально. Ну, что готовить, да? Вот, представляете, вы, если не умеете готовить, вам чтобы эту пиццу сделать, насколько времени потратить, да? Дофига и больше. Потом это надо все приготовить, потом убрать надо все. А здесь вот вы позвонили по телефончику. Темный молок. Уже ночь. Ладно, пока, удачи. Ага, спасибо, удачи, не болеть. Так, и заказали, и вот вам привезли. И вы покушали. Да, главное еще, знаете, что? Ой, как хорошо она в нос, а? Рубанула. Прекрасно. 5 лайков. Спасибо. Никто особо почему-то на мою вот это поедалово не клюнул. Обычно много смотрят, когда я где-то хожу. Конечно, это людям интереснее, чем просто смотреть, как кто-то там что-то ест, заказывает и ест, да? Начинается аппетит пробуждаться. Поэтому люди особо не любители такого просмотра. Ну, что делать? Надо же вам поделиться радостью. Вот такие суши, роллы. Роллы, да, роллы. Суши это где рыба? Я все их путаю. Так, ладно, все, этот кусочек в сторонку. Ну, сейчас я еще тут немножко вот эту съем. Маленькую, да? Наверное, тоже мы потихоньку, если зрителей не будет. Так, запьем чайком. Будем расходиться, тем более сейчас у меня будет премьера новой серии похождений по малоизвестным местам Якутска. Если кому интересно, добро пожаловать на просмотр. Так, обычно ходим по центру, смотрим, да, как бы. Так, во-во-во-во. И теперь вот давайте. Такая вот она у нас ролла. Сливочный вкус такой приятный. Я не стал специально добавлять ничего сюда, чтобы распробовать настоящий вкус. Потом васаби перебивает довольно сильно имбирь. Приятно, да? Сливочный вкус такой. Прикольные штучки. Еще надо после каждой вот этой ролика надо чайку. Чайком запивать обязательно. Так, еще что мне съесть-то? Так, такие я ел. Такие я ел. Такую вот доесть, что ли? Такую. Или вот такую доесть. А эти оставить. Но потом, а то я чувствую, что у меня уже это живот переполнен все-таки вот этими вкусняшками. Да, тут мы видим внутри
такой разрез, состав. Это не огурец, что-то интересное, что такое. Это рис. Какой-то соус здесь внутри. И вот это вот бумага-то вот это вот завернуто все это в бумагу. Эту из морской капусты. Угу. Так, теперь я классически сделаю ее. Сверху намажем. Так, придерживать надо. Придерживать. Она катается. Катается. Так вот сверху мажем. И сейчас имбиря еще положим. Упс. Таким вот образом. Сейчас уже у нас ночь. Как бы, да? Поэтому сильно громко не орем. Хотя тут у меня, в общем, изоляция хорошая звука, но все равно. Может, у кого-то чуткий слух. Вот так вот опустил я его. Долго не буду держать, чтобы он не размок и не развалился. Так. Что-то кот там ходит, пищит. Кот, что там тебе надо? Кот. Он, может, слышит, что я разговариваю. Тоже что-то пришел, там пищит. Ходит. Ходит в коридоре. Ой, так, ладно. Все это последняя вот эта ролка. Так, чтобы не накапало, я потряс хорошо. И теперь давайте за ваше здоровье. Такая вот она красивая. Чтобы все не болели, были здоровенькими. Сейчас я скушаю. Сейчас это классно. Да. Тоже есть, надо в меру, конечно, не переедать особо. А то переешь, а все это излишки будут. Хотя, в принципе, вот эти еще тут, если проглотить, сильно много не будет для живота. Но у меня еще вот такая пицца осталась. Вот если ее съесть, то будет перебор, конечно. Так что вот такие дела. Вот такие новости. Сейчас уже до 12 часов у нас сколько? 7 минут осталось. Так что будем завершать потихоньку наш стримчик. Было приятно с вами время провести. Ну, а если кто еще... Ну, сейчас-то уже, наверное, поздновато заказывать, да? Они до 0 часов заказывают. Ну, завтра с 11 заказывайте тогда у них эту еду, кому лень готовить, или не умеет готовить, или вообще деньги лишние есть, да? Может позволить. Так, ну, скоро будет премьера фильма на канале «Похождением по малоизвестным местам», так что все подключайтесь туда и смотрите. Ладно, все, всем пока. Сейчас прочитаю последний комментарий. Когда следующий стрим? Ну, наверное, на той неделе, я думаю, там у меня есть, или завтра. Ну, на той неделе, наверное, я сделаю. Завтра выходной день. Надо небольшой устроить. Как бы, хотя стримы это не работа, я вот честно скажу, да, это просто сидишь, говоришь что-то. Это особо не работа, конечно. Ну, я думаю, на следующей неделе сделаем. Обычно я в пятницу делаю, вечером хожу. Значит, по городу стримлю с улицы. Людям интересно, как, что выглядит.
каждый день теперь у нас прибавляется световой день, поэтому все лучше и лучше. Времена наступают, теплее становится. Ну, надо будет на коньки, на лыжи вставать уже. У нас уже тепло, 30 градусов. Ну вот еще на 10 градусов потеплеет, и можно будет уже смело кататься, в принципе, ходить. Ну, а по городу я смотрю, уже люди начинают вылазить, конечно, из своих нор после зимовки. Ну, хотя февраль еще должен мороз у нас долбануть, в принципе. Там сколько, два рога отваливается, да? Первый, второй. А потом только уже весна наступает. Ну, еще у нас будет Масленица. Будет, не будет, посмотрим. Ага, обычно я хожу туда, снимаю. И проводы зимы бывают в парке, ну, по городу. Не знаю, как вот это опять пандемия, что там, ага, будет, нет, ну, посмотрим, короче, что будет. Ладно, всем пока. Как катаешься на коньках, покажешь. Ну, надо мне их на прокат взять, да. Я вообще катался, да. Ну, не до таких, не на своих, а на этих, которые вот в пункте проката я брал в Ледовом дворце. Мгм. Там нормальные коньки. Я на них встал и поехал сразу, в принципе. А вот те коньки, которые были у нас, да, когда-то давно, на них очень сложно было кататься. Ну, ладненько, что, давайте тогда. До свидос. Приятно было с вами время провести. Всем пока, не болеть.